Информация, которая о каждом кандидате строго соответствует федеральному закону, никаких предпочтений по каким бы то ни было основаниям ни одному из кандидатов не отведено, и вся информация размещена в том объеме, в котором это требует федеральный закон о выборах президента Российской Федерации. Вот он, окончательный вариант бюллетеня, который предстоит заполнить избирателю на президентских выборах 18 марта. В нем 8 кандидатов. По словам главы ЦИКа Эллы Памфиловой, это практически весь политический спектр России. От левых до правых, от либералов до коммунистов. Сергей Бабурин, кандидат от партии Общероссийский народный союз, который оказался первым в списке, высоко оценил работу ЦИКа. На вручении удостоверения он явился в шарфе в цветах имперского флага, чтобы, видимо, напомнить о своей программе. Хочу поблагодарить за то, что вашими усилиями, на мой взгляд, на выборах избирателю предоставлена возможность реальных альтернатив. Дальше по алфавиту коммунист Павел Грудинин. Он вошел в предвыборную гонку раньше других, а потому к агитационной работе в его штабах готовы. В региональное отделение поступили листовки и плакаты, которые совсем скоро начнут распространять. Кроме того, в Коми развесили 21 баннер с изображением кандидата от КПРФ. Сейчас его сторонники готовятся к выездам в города и районы. В региональном штабе самовыдвиженца Владимира Путина в основном заняты работой с населением. Позади информирования теперь на очереди приемы граждан, в том числе и в отдаленных населенных пунктах. Представители штаба намерены выявить основные проблемы, волнующие жителей глубинки. Собаки бродячие, нечищенный снег, высокие тарифы ЖКХ, холодно в квартирах муниципального фонда жилого. Вот это очень серьезные темы, которые повторяются в разных населенных пунктах. Но есть и особенные. Например, в поселок Синдер автобус заезжает рейсовый 1 раз в неделю. Как людям выбраться на прием в больницу, например? И вот такая проблематика, она, конечно, фиксируется, берется. И обязательно участие руководителя местной администрации в таких встречах, потому что решать должен он. Это не президентский уровень реагирования, как вы понимаете. Но вся эта информация о проблематике, поднимаемой населением, она все-таки идет в своде обращений граждан в центральный штаб нашего кандидата. Команда Владимира Жириновского тоже проводит работу с населением. Партия объехала 11 крупных областных центров и 9 малых городов. Это все наши граждане. Мы готовы приехать и в отдельные поселения. Многие недовольны, но бывает недовольство даже такое техническое. Больница есть, врачей нету. То есть врачи были, уехали в Москву работать. Рядом Тверская область. Если здесь 50 тысяч получает врач, минимум, а у них 15, чего он будет сидеть? Коммунисты России в Коми пока только формируют свою команду. Дело в том, что руководитель регионального отделения находится в Сосногорске, а потому скоординировать работу штаба непросто. Первоочередная задача сейчас найти доверенное лицо, которое будет представлять интересы кандидата Максима Сурайкина в Сыктывкаре. Это сложная работа, не так просто. Ответственность большая. Все-таки мы впервые участвуем в президентских выборах, там ответственность очень большая, поэтому у нас на сегодняшний день всего в Республике Коми планируется 2 доверенных лица. То есть в городе Сыктывкаре и непосредственно я как руководитель Коми регионального отделения. Штаб кандидата Бориса Титова от партии «Роста» с командой в регионе уже определился. К агитации планируют подключить молодежь. Не менее активно работу по подготовке к периоду агитации проводит группа поддержки Григория Явлинского. А вот самая нестандартная ситуация со штабом Ксении Собчак. Выдвинувшая ее партия «Гражданская инициатива» единственная, чьи представители не появились на распределении бесплатного эфирного времени в региональных СМИ. Нашей редакции так и не удалось выяснить, кто представляет ее интересы в регионе. Между тем, впереди у участников гонки самый ответственный и сложный период – 4 недели активной агитации. Таисия Жакова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.